10 июля. На улице 36 градусов тепла с утра уже. Сейчас 8 часов время. Идем на прогулку с Айдой. Сходим до речки. Красивые цветы. Очень красивый двор. Айда будет купаться. Что творишь там? Ломаю. Не скажу, что ты ломаешь. По уровню ломаешь, да. А что-то типа. Очень даже ровно. Давай мне нравится, кто-то вот так идет. Как земля идет, так и идет. Давай, работай. Куда опять снимать? Да, к речке. Ну, показывал, горбыли выкидывают на пилорамы. И вот такой заборчик делают. Кто вот дом обшивает, вон баню обшивали. Удочку не взял. Удочку. Мы купаться идем. Я спокойно же. Мою укуси все, дикая. У меня тулан то же самое. А это самое, у меня на цепи она никогда не сидела. На. Я повел цепи до города, дошел и шашку вытащил. На. Ладно, пойдем. Пошли, тулан. Айда-то есть. В этом году, ребят, рябины вообще нету. Ни одного кустика не видишь где-то там, чтобы ягоды были висели. Вообще нету. И черемка то же самое. Ну, в деревне, когда вот такую городскую собаку видишь, как-то не очень. В деревне должны быть лайки, гончая порода, охотничьи собаки. Вот такой голос, это, ну, лично мне не нравится. Вот такой стог, заготовка сена. Кто скотину держит, вот такие стога делают. Раньше мы эти стога очень много делали, когда коров держали. Вон копна тоже уже приготовлено, скошено, там высохла трава. Сейчас Айду забодают. Айда. Ушумкалась, испугалась. Боевые козы. Забору уже хозяин умер, забору ничего не осталось. Смотрите, на такой маленькой территории сколько травы. Вот такие копна. Это за ночь они уже как бы уменьшились, ну, уплотнились, оседают. А так дофига травы. Потому что весна дождливая была. Прямо по двору тоже пройду. Вот и пляж уже видим. Народ уже несколько человек я вижу. Вон еще подтягивается. С утра уже. С утра уже идут. И целый день они отдыхают тут. Так, уже разделся. Он обувь снял. Блин, горячий песок-то какой. Вот это горячо тут. Вовсю купаются. Как утки плавают. Я иду там тоже. Пусть купаются. Ради этого я привел. Потому что у меня тулан не может в жару. И он целый день под амбаром лежит. Даже Айду я не отпускаю туда.
Айда. Айда. Вообще, вот это она без воды действительно не может. Ну, купать. Старенький ветерок. Вовсю у нас уже начали собирать морожку, ягоды. Но мне почему-то вообще не хочется пока в тайгу. Если с дома не выгонят, как говорится, в тайгу не пойду. Ну, не скажу, что непривычно так. А так, хорошая вода. Айда. Чё там нюхтишь? Давненько уже не было такой кайфового лета, чтобы так жарко было, без дождя, без ничего. Если сравнить с прошлым годом, вообще в прошлом году одни дожди были. Здесь года 2 назад, наверное, начало закрываться вот это место. Раньше все время тут открыто было. Ну, не глубоко, конечно, сантиметров 10, наверное, оставалось. Но не закрывалась этот водоем. Здесь малышня. Вон, смотрите, блин. Конечно, далековато. Вброд сейчас проезжают УАЗики. Даже и Нивы. Ну, говорят, с полколеса. Самое возле берега самый крутой подъем. Упирается, говорит, колесо. А так нормально. Вброд. Сейчас техника переходит. Даже сейчас несколько людей уже, ну, несколько человек сейчас умерло. Не на лодке перевозили, а на машине. На газончике. Удобнее, конечно. Возле дома загрузил и до кладбища. А мост не построят в этом году. Ну, отлиняло уже почти. Немножко осталось. Камушка, вот столько камушек только мы и видим. Вот такое количество. У нас камней вообще нету. В нескольких местах где-то вот. Ну, на мелких реках, еще в таежных, где охочусь. Там вот еще попадают такие плесы, где вот камни покрупнее. А так, у нас вообще камней нету. Такое место, что в сторону Печоры на более каменистые места. Здесь основная малышня и купается. Вот тут. Тут вообще мелко. Ну и до такой степени тут греется вода. Даже рыбки плавают там. Маленькие какие-то. А тут тепло. Я вам скажу. И вода вон такая чистая. Это здесь муть подняла. И да, ой, айда, мы на очах. Вон. Такая чистая. Прогуляемся сейчас и пойдем обратно.
Тулана не беру с собой, он опасный, пугает людей. Не было случая, чтобы укусил, но может напугать там. Не хочу. Сегодня дожди обещали. Картошка высыхает, все высыхает на огороде. Так что неплохо было бы, если хоть одну ночь там дождь пошел. Или же этот, ну, в общем, за целый день так нагревается все, что все засыхает. Ох, это уже другая вода, это уже чувствуется холоднее. Повода меньше, потому что ветер. Ну блин, Айда, что творишь? Ну и на речке также я наблюдаю очень маленьких мальков, очень-очень маленькие, мелкие, то есть. Вон, смотрите, какая чистая вода, прозрачная. Просто дно такое вот, как-то силам идет. Даже рыбаки удивляются, сетки, говорят, закидываем, и невозможно, так столько мусора идет. Ил. Грязнули, обли. Сейчас буду возвращаться обратно домой. Может быть, еще будет сегодня второй фильм. Если днем придем, поснимаю дневной пляж. Может быть, заранее не обещаю, конечно. У меня сыновья сейчас все дома, Никита и Денис. Они каждый день по несколько раз ходят к речке, купаются довольные. Раньше в детстве мы тоже считали, сколько раз купались, там 11-10 раз в день. Здесь плеск был, рыба. Одним словом, вот такая утренняя прогулка к речке. Ладно, сейчас пойдем. Вон еще люди идут. Это что-то по делам куда-то идут. Может, лодку поднять. Взрослые мужики. Ну, эти дамочки, конечно, любят воду. Сколько уже там болтаю, и до нас уже они тут. Давай еще разок сполоснись и пошли. Лок, купачи. Лок, пошли. Лок, давай. Давай. Давай сполоснись и пойдем. Давай, купачи. Купачи, да. Вот молодец. Лок. Ух. Чем глубже, тем холоднее, блин. Она не может без воды. В день употребляет несколько мисок холодной воды. А у Тулана даже, так скажем, одной миски хватает. Он вообще мало употребляет воду, а вот жару не может. Такая отдышка у него от этого получается. Носки взял, шлепанцы взял. Пойдем домой. Будем смотреть, может, еще придем сегодня днем. Поснимаем. О! Сегодня ветерок хороший. Вообще классно.
за целый день. Песок так нагревается, что без тапочек там не пройдешь. Ну, пляж хороший у нас. Много мусора, конечно. Почему-то дети не собирают на костер. Лодка на месте, шапка там у кого-то. Надо помазать еще борта лодки черной краской. Вот такие будни. В принципе, пока таких новостей ничего нету. Все спокойно в селе. Жалко, конечно, моста не будет. Ну, вон там люди тоже вброд идут. Переходят речку. Приблизить не скажу, что смогу. Очень близко, но по возможности вот приблизил. И там вот люди переходят, и наша речка по колено воды. Вот такая глубина. Считай. Вот такая глубина. Если бы не было бы оводов, комарья, мошкары, летом у нас хорошо. Очень даже хорошо. Но все портит эти оводы, конечно, сейчас такой сезон у них до первого грома. Гром, молния будет, и ихний сезон заканчивается. Пока так. Терпим. Это там Наташа видна. Ладно, ребят, пошли мы домой. До новых встреч. Может, еще поснимаю сегодня. Вторая часть будет.